Туган Чапанов сегодня занимает пост первого заместителя начальника главного управления МЧС в Ингушетии. До того, как утвердиться на этой высокой и ответственной должности, он прошел длинный и тернистый путь, усеянный как трудностями, так и удачами. Рассказывая студентам свою служебную биографию, полковник МЧС вспоминает: времена были очень тяжелые, но вопреки всему, когда в 1997 году ему предложили вступить в систему МЧС, он не задумываясь согласился. На территории республики к этому моменту из спасательных формирований существовала только поисково-спасательная служба республики Ингушетия. Задавая вопрос, часто себе задавал, повторил ли я путь или нет. В принципе, я, например, не жалею ни об одном дне, который я провел в МЧС. Вырастая, многие из нас стремятся пойти по стопам своих родителей и выбрать ту же профессию, что и они. Уже во взрослой жизни кто-то придерживается этой цели, а кто-то нет. Мурат Кадзоев сегодня занимает должность заместителя главы города Малгобек, но по сей день он горд за своего отца Заурбека Кадзоева, стоявшего у истоков гражданской обороны в нашем регионе. Заурбек Алиханович покинул этот мир, но оставил после себя богатое наследие и опыт для будущих поколений спасателей. Отец всеми своими, значит, то, что у него были знания, навыки, которые он имел, он со всей душой, со всей, значит, принципиальностью, он делился с коллегами для того, чтобы как можно быстрее создать именно ту структуру, которая нужна в плане предупреждения ликвидации ЧС. Мухарбек Батаев в прошлом занимал должность начальника пожарно-спасательной службы Ингушетии. Он хорошо помнит, как в свое время им приходилось работать без какого-либо снаряжения и техники, на одном чистом энтузиазме, ведь долг для спасателя всегда превыше всего. У вас есть возможность учиться, но у нас этой возможности не было. Мы занимались тогда, искали литературу туристическую. Несмотря на это, наши ребята, мы добились того, чтобы наши ребята обучали и в Москве, и в других местах. Даже находясь на обучении, наши спасатели посылали по бокам. Говорят, что не зная своего прошлого, мы не имеем будущего. Поэтому ребята в зале внимательно слушают старших. Каждый из них уже определился с выбором профессии и благодаря рассказам ветеранов МЧС осознают значимость своего будущего призвания. Они дают нам мотивацию в первую очередь. Они очень мотивируют, и они очень важны для нас, как по мне так. Подчеркиваешь для себя то, что ты должен учиться. Ты не можешь так небрежно относиться к этому, потому что ты выбрал профессию, ты обязан пройти. Ты обязан учиться. Я понял, что профессия врача тоже необходимая, как и профессия МЧСника. Я понял, что в любой момент может случиться необратимо, и нужна будет помощь также МЧСника и также наших врачей. И надеюсь, мы с ним будем сотрудничать вместе в дальнейшем, и у нас все получится. Почетными грамотами и медалями сегодня отметили не только действующих МЧСников, но и ветеранов пожарно-спасательной службы. День спасателя является праздником настоящих героев, всех тех, кто спешит на выручку людям, оказавшимся в беде. Чествовать специалистов по спасательным работам принято под конец года, а именно 27 декабря. В 2019-м этот профессиональный праздник выпадает на пятницу. Это будет обычный рабочий день для МЧСников, так как подобные торжества официальными выходными не являются. К тому же самим спасателям обычно не до отдыха, ведь помощь людям может потребоваться в любой момент. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.